Как защитить ребенка от вредной информации в интернете? Предыдущие 10 лет технологическое сообщество активно изобретало способы рекламирования товаров и навязывания услуг, шифрования передачи деструктивной, запрещенной по закону информации. И теперь перед разработчиками и родителями стоит важная задача – как правильно ввести маленького пользователя в цифровое пространство, проконтролировать и вовремя скорректировать его поведение в виртуальном мире. Статистика указывает на почти 9-миллионную детскую аудиторию интернета. Из них 3/4 пользуются интернет-ресурсами без контроля со стороны родителей. Согласно статистике, по полученным данным, 39% опрошенных детей признались, что посещали ресурсы на взрослую тематику, 19% интересовались в сети сценами насилия. Страницы, посвященные азартным играм, посещали более 15% юных интернет-пользователей. Около 14% детей интересовались в сети способами изготовления или добычи наркотических веществ, а также и алкоголем. 11% пользователей из числа детской аудитории посещали различные экстремистские, сектовые или националистические ресурсы. Мы расскажем вам о инструментах родительского контроля, которые не только позволяют защитить ребенка от плохих сайтов, но и сформировать правильное сетевое поведение. Первое. Ограничение доступа. Инструментов родившего ребенка станет гаджет с ограниченными возможностями. Например, детские смарт-часы, яркое наручное устройство с GPS, возможностью позвонить родителю и без доступа в интернет, смартфон или планшет в детском режиме. Можно приобрести устройство, работающее в специальном режиме. Оно позволяет ребенку играть в игры, скачивать обучающие приложения, смотреть мультфильмы, но не дает доступа к обычному интернету. Кроме того, оно дает возможность ограничить период использования. По его истечению устройство просто выключится. Ноутбук или компьютер с ограниченными правами. Это можно настроить в операционной системе, создав ребенку ограниченную учетную запись и включив при создании опцию «Родительский контроль». Тогда ребенок сможет устанавливать и запускать только те программы, которые вы одобрите, а также пользоваться компьютером ограниченный период времени. Второе. Фильтрация контента. Вторая группа современных инструментов родительского контроля позволяет отфильтровать ту самую опасную информацию, воспользовавшись различными видами контент-фильтров. Первое. Защита на уровне государства. С 2010 года в России действует закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, на основе которого правоохранительные органы уже почти 10 лет искореняют сайты о наркотиках, деструктивных сектах, экстремистских организациях. Вторая. Защита на уровне провайдера. Большинство провайдеров предлагают опцию «Родительский контроль», которая позволяет выбрать и заблокировать нежелательные для детей сайты. Третье. Защита на уровне маршрутизатора. Многие роутеры имеют встроенный родительский контроль, который позволяет заблокировать сайты, ненужные для вашего ребенка. Четвертое. Защита на уровне программного обеспечения. Функции родительского контроля встроены во многие антивирусы. Кроме того, есть отдельные продукты, ориентированные именно на защиту детей в интернете. Но самое важное – защитить ребенка от вредной информации в интернете и вовремя среагировать на ситуацию может только его родитель. Поэтому будьте внимательны и следите за поведением вашего ребенка в сети.